уже 7-й день рыбалки. Вот. Проверка опять очередной нашей сетки. С Аркадьевичем приехали. Какие прогнозы? Сегодня будет ветер. Ляпки должно быть побольше. Опять по верхней туда стороне. Поймала. По нижней. Это говорит о чем, Аркадьевич? Это идет по дну идет. Либо слишком высоко стоит. То есть веревка не достает. Может быть и это. Будем надеяться, что веревка достает, да? Пока икряная одна только будет. А, нет, это не икряная. Сегодня рыбаков должен прилететь. Рыбаков кошмарить. Я думаю, прилетят, куда едут. Агентура что-то молчит. Что не говорят? Вот. Мы очень рады даже такому улову. Да, Аркадьевич? Да. По низу идет рыба, вообще по низу. Говорит, из-за того, что плывет она. Вверх поднимает. Вверх по течению поднимает. А внизу течение маленькое. А, внизу поменьше течение, да? Течение поменьше, вверх. Поэтому она понизу идет. Да, понизу и вверх. Ну где полегче, да? О, одна икряная даже вот. Сегодня икры, думаю, натрескаемся. Вот как раз я не завтракал, друзья. Вот позавтракали, да? Это рыба трубит, да, вот. А рыба пойдет друзьям. Не, я что-то не выбрал. Рыбу тоже оставил вот свой кортика. Ветер холодный. Ветер такой пронизывающий, да. Слушай, ну сегодня уже получше, конечно. Да. Вообще классно. Классная рыбалка, друзья. Ох, какая красота. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, да. Каждый день лучше, чем предыдущий. В плане рыбы. Ну вот такая вот у нас, друзья, проверочка сеточки. Сейчас начинаем ее опускать. Ну это я уже показывал почти в каждом ролике, как сетка опускается. Вот
Очень интересно. Так, давайте посчитаем, сколько составил наш улов. Ну вот, друзья, 43 с одной сетки за один день, за одни сутки. Нормально. Аркадьич тут уже вторую сетку проверяет. Что-то маловато. Что, маловато, да? Сетка запуталась до этого. Мало попалось рыбы. Будем так считать. Там 43. В этой сетке сборка 5. Десять, 16 штук. Это очень мало. Смотрите, тут у нас соседи появились. Появился замечательный сосед. Тат-тат. Да-да-да-да-да-да. Точно. Он последует местом. Я, конечно, тут так для коровы целый вырубил, да? Целая корова, говорит, а?
отпускает, сказал. Икру только маленько бьет и отпускает. Скочила, скочила. Вкусная икра была, да? Или невкусная, наоборот, поэтому отпустил. Так. Вначале было пусто. Метра два. Сети не сильные обычно делаются на рябушку. Где-то порядка 15 метров достаточно. Или 12. Они нестандартные сами по себе. Потому что оттаскивают с течением. Стоят на течении. Я думаю, вам уже хватит, да, конечно, ловить. По лупину будет идти лет, наверное, да? Неплохо почти же, там ловить. Если надо, то не можешь поставить. Там много. Так, на второй сетке у нас попалась 5. 10, 15, 18. Здесь 18. Здесь 5. 27 плюс 18, 30, 45. Колбаса. Колбаса, друзья. Сейчас поможем Иннокентию с проверкой сеток. Я просто хожу, снимаю и помогаю. Вот это хорошо ударило, прям. Сначала мне нравится такая хорошая колбаска.
ловить майни. Проходчик. Лунка проходится, пройдется. Больно, говорит, понравилось мне, говорит, прорубать. Лед колоть. А мы Иннокентий сети проверяет, а я ему помогаю и снимаю. Там-то я не рыбачу, только помогаю. Да, Иннокентий? Это же не запрещается же, да, Иннокентий? В присутствии хозяина помогать. Нет. Почему это? Надо людям помогать. Я бы, конечно, на удочку половил их, если бы они на удочку ловились бы. Но на удочку не ловятся им. Поэтому приходится помогать людям. Сначала хорошо, середина уже не очень. Сейчас будем думать, почему так происходит. То есть будем представлять себе сетку под водой, что с ней происходит, когда рыба попадается. Или на стадии опускания, почему она так опускается не очень хорошо. В общем, тоже такая умственная работа, да? Получается. Установка сеток. Андрей Кач будет думать. Андрей Кач будет думать. Ну он думает, ходит, вон над прорубью стоит, думает. Колет лед и думает, наверное, да? А мы, у нас простая работа, не думай это. Рыбу отцепляй и рыбу доставать. Доставай, да. Огонь интеллектуальный получается, да? Труд. Вот. Такая вот интересная рыбка. Ловится под названием ряпушка. Причем вот смотри-ка с красными есть плавниками вот. А есть белые без покраснений. Очень интересно. Начало походу вот. Результат неплохой. Еще одна вот 48. $49. Ну вот, друзья, вот такая вот сегодня проверка сеток. Поперечную мы будем проверять завтра. И у нас осталась одна продольная сетка на ряпушку. Она натянута вдоль, то есть
при помощи прогона загнана. Вот. Для ее проверки мы используем прогон. Ну, такая экспериментальная, так скажем, для нас система. Вообще она придумана давно, но мы в этом сезоне решили попробовать так ее зарядить. Вот. Сейчас будем проверять. Вот посмотрите, как налим попался в сетку. Вот. То есть он, получается, тряпушку, которую там заглотил бедолага и попался вместе с ряпушкой. Да? Ртом закрутился за сетку. Так-то он в нее не влазит. Тут ячея-то маленькая. Вот, он его снова языком зубами зацепляется. Маленький светлый местный наливчик. Придется забирать. Если бы он рот открыл, что там под водой, то сам бы освободился и ушел. Не сделал. Поэтому... Девять. 11. 12. С этой стороны 12.
18, 19. Двадцать три, 24, 28, 29 штук. Даже 30 нет. Ну все, иду высыпать рыбу в палатке, чтобы она таким образом замерзла. Ну а мы на этом заканчиваем проверку сеток, друзья. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Вот. Но рыбалка в целом не заканчивается. Ждите новые сюжеты. У нас скоро начнется затарка рыбы. Может быть, это тоже все сниму, как в прошлом году. Надо еще чуть попозже будет снегоход прогреть, чтобы его не сдуло, не задуло. Вот здесь кучка лежит. Юрий Егорович уже, соседи наши замечательные кучку сделали. А это наша кучка небольшая. И я еще подвез свежий. А потом вот так разбрасывать надо, чтобы она горизонтально замерзла. Вот так вот. Чтобы она вот так замерзла.